Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что вас удивит, а что вас порадует? Загадайте, пожалуйста, на себя и на события своей жизни, удивительные и радостные. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как интересно. Так, радость — это радость. С вами какой-то человек скоро свяжется, но буквально вот в считанные дни. У кого-то сегодня, у кого-то завтра, у кого-то через несколько дней. Человек, который будет вам что-то предлагать. Тут предложение, знаете, на миллион, беспроигрышное предложение. Вот явно вы не ждете. Либо вы уже об этом и позабыли, может быть, вы чем-то интересовались, оставили какую-то заявку, запрос. Ну, либо у кого-то что-то просили, человек говорит, у меня сейчас нет, но когда будет, я с вами свяжусь. Вот, человек с вами свяжется. Тут такие шикарные перспективы. Тут нечто такое грандиозное, то, что вы всегда хотели. И даже больше, вот мне идет больше, потому что у вас глаза такие огромные, счастливые, и улыбка не сходит с вашего лица. И еще, мои хорошие, вот кто рядом с вами, дети, родители, партнеры, вот они тоже очень порадуются. Здесь и удивление, и радость, и все это в одном флаконе. Вам будут что-то предлагать. Я не знаю, платно, бесплатно, это уже не имеет значения, потому что это предложение, оно крайне редкое. И вы на него уже не надеялись. Либо вы надеялись на что-то более скромное, такое, знаете, поменьше, поскромнее. А тут, понимаете, прям целый фонтан счастья и удовольствия. И вам это предлагают. Слушайте, ну прям будете готовы расцеловать этого человека. Не знаю, на ручках поносить. Даже захочется что-то для этого человека в ответ сделать, да, тоже как знак благодарности. Да, вам будут предлагать, тут все счастливы, прыгают, улыбаются, как мечта сбудется, как желание сбудется. Предлагать будет, ну, либо мужчина, либо женщина. Мне больше идет как мужчина. Причем мужчина такой же зрелый, добрый, открытый, честный человек. Вот. И поэтому еще, да, предложение прям грандиозное идет, потому что плохое вам не будут предлагать. Предлагать будут именно очень хорошее. Связаться человек с вами может и по телефону, и смс-кой, и даже этим электронным письмом. Да? Поэтому проверяйте и встречайте свое удивление, свою большую радость. Дальше, для девушек информация. Девушки, мои хорошие, вот мужчина, который вам нравится, мужчина, которого вы считаете симпатичным, милым, интересным, ну, либо у вас уже какие-то там гляделки начались, либо вы просто односторонне посматриваете на этого мужчину. Может, даже особо не посматриваете, просто вот для себя отметили, что мужчина очень, ну, симпатичный, респектабельный, да, выглядит интересно. Вы знаете, этот мужчина начнет к вам проявляться, причем очень галантно, вот именно так, как вам нравится. То есть с улыбкой, красивый, в чистой одежде, пахнет от него приятно. И он какие-то слова вам очень такие, прям, знаете, с любовью подобранные будет говорить. Как-то по-особенному на вас смотрит. Знаете, вот прям это даже не заигрывание, а именно проявление идет к вам. Ой, вам так понравится. Вы такая счастливая будете ходить. Ну, тоже, видите, и удивит, и порадует. Но я вам даже больше скажу. Я вижу, что мужчина очень серьезно на вас настроен. И еще я скажу, что у мужчины есть чем вас удивить. И это не только про то, что вы подумали. Или это не только то, о чем вы подумали. Здесь еще есть кое-что, ну, вот в материальном выражении. Он, наверное, очень щедрый мужчина. И он никогда не будет на вас скупиться. Может быть, он вас поведет на свидание в какой-нибудь там супер шикарный, элитный, дорогой ресторан, в котором вы никогда не были. И, скорее всего,
не пошли бы, да, потому что там ценник такой космический, да, легче на Луну слетать туда и обратно, чем посетить этот ресторан. А может еще что-то. Слушайте, ну прям прекрасно. Это начало новых отношений и прекрасного романа с щедрым, добрым и очень тактильным, нежным мужчиной. Еще и нравится. Представляете, вот все сошлось, еще и нравится. Вам завидовать будут. Да, женщины из вашего круга все будут завидовать. Причем зависть свою не смогут скрывать. Прям открытую будут говорить: ах, какая ты счастливая, ах, какого мужика себе урвала. Да? Какие-то такие слова будут. Но вы не будете обижаться, наоборот. Это как минутка вашей славы, да? Либо время вашей славы. Ну, такое, знаете, приятное событие. Мне очень нравится. Так, еще вас очень сильно удивит поведение знакомого человека. Этот человек в ваших глазах персона надежная, да? Вот вы его давно знаете, либо ее давно знаете. Считаете, что человек замечательный, себя показал, как заявил о себе. Вроде какие-то сложные моменты вы вместе проходили, либо друг другу помогали. В принципе, да, ничего тайного уже между вами нет. И этот человек у вас на хорошем счету. Но я вижу, что человек начнет от вас как-то отворачиваться, с кем-то общаться, кто вам неприятен, и еще какая-то критика может пойти в вашу сторону. Сразу хочу вам сказать, что этого человека явно, не подговорили, а скорее всего стал жертвой чьего-то злого влияния, да, вот человека накрутили против вас, да, накрутили, там какую-то гадость рассказали, вас подставить могли, вас оклеветать могли, а этот человек почему-то поверил, либо там такие были ушлые манипуляторы, такие прям жесткие манипуляторы, опытные, либо человек, да, может быть тоже на поверхности весь такой хороший, а внутри всегда была гнильца. И вот эта гнильца, вот она проявляется. Некрасиво будет себя вести этот человек, вас это удивит, это неприятно удивит. Но с другой стороны, это первые звоночки, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Если человек после долгих лет общения и дружбы вдруг в один момент, да, верит каким-то манипуляторам и ведет себя вот так вот, да, нужно делать правильный вывод и как можно скорее дистанцироваться. Другого пути нет. Доказывать, что вы не такая, да, что я жду трамвая, да, я вообще ничего плохого не делаю. Это того не стоит. Человек с гнильцой. Вот и эта гнильца спустя столько месяцев либо лет, она таки проявилась, понимаете? Хорошо, что сейчас, а не в какую-то критическую минуту, когда этот человек, там, например, должен был вам помочь, либо вы надеялись бы на этого человека. Да, неприятно. Такое вот прям неприятное удивление. Но с другой стороны, эти звоночки, эти сигналы ни в коем случае нельзя игнорировать. Да, так иногда бывает. Вот смотришь, яблочко красивое, наливное, прям такое свеженькое, а перевернешь на другую сторону, а оно уже подгнивает. Вот и все. И человек точно так же у вас пройдет. Не берите в голову. Лучше так, чем прям жесткое разочарование. Значит, так должно быть. Не ищите себе оправдания, не ищите оправдания этому человеку. Вернее, вам не нужно оправдываться и не нужно оправдывать этого человека. Просто закономерность такая. Да? Человек всегда был таким. Искусно маскировался, да, либо это не проявлялось, это сдержано было, внутри эта гниль была сдержана. Время пришло и проявилось. Так, еще жены, мои хорошие жены, девушки, женщины. Вижу, что жена, и вижу, что муж бесит, раздражает. Хочется прям, не знаю, там по лбу ему дать. Либо пинок ему такой хороший дать, либо встряску такую ему сделать. Не знаю, чем-то бесит, раздражает. Либо какое-то поведение такое, знаете, бесшабашное. Ой, тут уже думаете, что попало. Наверное, думаете, что он там погуливает, изменяет, направо-налево смотрит. Я вам так скажу, у мужчины кризис. И вместо того, чтобы прийти к вам и честно вам все сказать, он действительно превращается в какое-то несуразное чудовище. И также у кого-то может отыграться, что мужчине действительно предпочтительнее, чтобы вы думали, что он загулял, чем он вам о своих проблемах расскажет, да, в какие проблемы он попал.
либо какой кризис он переживает. Тут либо кризис среднего возраста, либо действительно запутался в проблемах. Стыдно признаться, может боится вашей реакции, поэтому так себя ведет. Встряска, да, ему нужна, бить его не надо, но встряска ему нужна, мозги ему промыть надо, да. Здесь нужен такой достаточно серьезный, жесткий, но честный разговор. Вы ему так и скажите: ну, я у тебя единственная родная, да, и если ты со мной не поделишься, не скажешь, как есть, то тебе уже никто не поможет. Вот говорите с ним, говорите. Если он останется сам с собой наедине с этими проблемами, никогда не решит. В одиночку не решит. У него мысли не в том направлении идут. И он такой, знаете, хоть он и мужчина, но гораздо слабее, чем вы. Гораздо он вам уступает. Вот. В очередной раз вам придется его спасать, помогать, залатывать дыры, да, что-то придумывать, действовать. Ну, вот такая у вас судьба, да, такой мужчина вам достался. Хотя, с другой стороны, он без вас пропадет, вы и сами это знаете. Нет, он не гуляет, у него просто проблема, либо вот что-то, кризис пошел, да, психоэмоциональный. Дальше, мои хорошие, вас очень порадует человек, с благодарностью придет к вам. Вы что-то хорошее для этого человека сделали, и этот человек придет, будет вас благодарить и даже что-то вам дарить. Ну, что-то небольшое, какой-то подарочек, да, а может быть, это деньги, да, в конверте, поэтому и выглядит небольшим. Знаете, мои хорошие, вас очень тронут слова этого человека, ведь вас редко кто благодарит. Да? Вы очень много добра делаете, вы, скорее всего, уже и не ждете этой благодарности. Вы делаете это ради себя, ради высших сил, да? То есть вас сила ведет. Вы даже не задумываетесь, когда вы делаете какие-то добрые поступки, и вас давно уже за это не благодарили. А тут вот человек честный попадется, придет и будет вас благодарить и что-то вам давать. Смотрите, ни в коем случае не отказывайтесь от подношения, от подарка не отказывайтесь. Иначе вы обидите этого человека, а это нехорошо. Не нужно обижать хороших людей. И вы тоже заслужили этот подарок. Просто возьмите, поблагодарите, и все будет хорошо. Дальше, мои хорошие, я вижу, что вас очень сильно удивят цены. Цены, да, скорее всего, цены на что-то. То ли очень выросли цены, то ли это просто какой-то кошмар. Да, каждый назначает такие цены неподъемные. Вот что-то вы захотите купить, приобрести, либо себе присмотреть хотя бы. Да? Вы то ли в памяти содержите, что цена не должна быть большой, ну, либо вы логически рассуждаете, что цена не может быть какой-то сильно заоблачной. И вот я вижу, что вы очень расстроитесь, когда увидите ценники, что в интернете, что в магазинах они приблизительно одинаковые. И прям, знаете, обидно, что цены так растут. Я вам так скажу, вы не спешите расстраиваться, и если есть возможность подождать, подождите. Не сейчас, не в ближайшее время, но будут скидки, причем чуть ли не в половину, вот тогда и купите. Мои хорошие, я вам так скажу, если вам не срочно, и вы можете потерпеть, потерпите. Не в ближайшее время, но это время не за горами. Возможно, будут скидки, а возможно, вот кто-то вам с рук что-то продаст. Да? Кто-то купил, например, ему там что-то не зашло, не подошло, и вам за полцены отдаст. То есть такая возможность подешевле приобрести у вас точно будет. Ну а сейчас вас очень неприятно удивят цены. Да? Сколько там ноликов в цене, вообще что-то за ужас такой. Все так дорожает во всем мире. Это просто отвратительно. Что делать обычным людям, совершенно непонятно. Так, еще. Вы с удивлением узнаете, что кто-то вас боится. Причем боится просто панически. Одно лишь только упоминание вас и вашего имени, да, человека доводит до слез, да, до тряски, да, человек трястись начинает. Это какая-то женщина вас так сильно боится. Уж не знаю, что вы там ей сделали, либо чем вы там прославились. Но, судя по всему, она знает, почему боится. Да? Может, она перед вами виновата, либо
что-то такое делала, да, за что придется ответить. И вот этот момент неизбежности, да, зная вас, зная ваш характер, зная, что вы строгий человек, честный, справедливый, но строгий, она очень сильно вас боится. И я вам даже скажу, кто она. Человек, которого вы давно не видели, который был да сплыл, да, ну, избегает. Она избегает встречи с вами. Избегает. Вот если она вас где-то вдалеке увидела, все, она изменит маршрут, она там окольными путями пройдет так, что и не заметите. То же самое, возможно, если она узнает, что вы где-то будете, она туда никогда не придет. Да? Вот женщина. Скорее всего, да, она перед вами виновата, либо она что-то такое негативное делала, за что именно вы можете с нее спросить. И спросить достаточно жестко. И она прям очень боится. Так, еще вас порадует сон какой-то, вас порадует. Сон, что-то приятное приснится, либо любимый человек приснится, дорогой человек приснится. У кого-то идет очень хороший сон, после которого вы проснетесь, и у вас улыбка на лице, у вас будет прекрасное настроение прям с самого утра, даже если вы там очень мало будете спать. Но вот сон какой-то исцеляющий, очень добрый, и в нем радость есть, да, вот прям ощущение радости. Вот кому-то такой сон приснится. Ну, вот мне идет, что какой-то человек, любимый вами человек приснится, либо что-то хорошее во сне такое увидите, связанное, опять же, с любимыми людьми. Да, сон. Сон как радость принесет, да. И еще, мои хорошие, я вижу у вас решение какой-то очень сложной проблемы. Вот до конца вы будете нервничать, до конца будет прям ничего не понятно, либо будет казаться, что ничего не получится, а потом в самом конце, вот знаете, как что-то переключится, либо как что-то щелкнет, да, решится и решится очень благополучно, гораздо благополучнее, чем вы, например, думали или рассчитывали. Может быть, там еще какие-то люди задействованы. Может, это все решается, растянуто там между людьми, во времени, в пространстве, да, не все от вас зависит. Но почему-то вижу, что вы прям нанервничаетесь, а потом в последний момент как отбой идет, да, все, закончено, решено. Прям так интересно будет за вами наблюдать, да, у вас так лицо меняется, лицо такое темное, грустное, а потом раз и расцвело, да, улыбка на лице, глазки горят, ну, засияет, да, вот говорят же, засияло лицо, вот и у вас лицо засияет. Так, кому-то уход принесет радость. И, кстати, у кого-то еще отыграется удивление. Ну, может быть, вы там, не знаю, на какие-то процедуры запишетесь, пойдете, и вы, например, не сильно верите, что это помогает, либо какой-то эффект произойдет, и вам делают эту процедуру, ну, допустим, там массаж, да, либо что-то с косметологией связано, и вы прям видите, как это работает, да, вы ощущаете на себе, либо видите в отражении зеркала. Это да, это прям большой плюс. И также, мои хорошие, кто-то из вас будет заниматься тем, что приводить себя в порядок, может быть, там стрижка, прическа, окрашивание, да, прям хорошо. Я вижу, что вам очень идет, и вы очень довольны и радостны от того, что вот не сделали хуже, а наоборот сделали лучше. Вот прям как омолодитесь, да, либо именно этот цвет, либо длина, да, вам идеально подходит. Так, еще, мои хорошие, показывают каких-то женщин, ревут как коровы, как эти белуги, да. Уж не знаю, что у них там случилось, но вас очень удивит, что они плачут, да, либо будут заплаканные. Они вечно такие, знаете, наглые, дерзкие, вот как закон не писан для них, вот такие женщины. А тут такие расстроенные, хмурые, понурые, и вот глаза заплаканные. Может быть, вы не все узнаете, что у них там произошло, но тем не менее, вот эта спесь с них сойдет. Вы удивитесь, что они могут быть вот такими вот, как спокойными, да, и могут держаться тихо. То есть, когда у них все хорошо, я так понимаю, что они очень наглые, напористые, дерзкие. А вот когда что-то плохо, они прям такие несчастные, растерянные, растерзанные мне идут. Какие-то женщины. Не знаю, где-то вы с ними соприкасаетесь, какие-то дела имеете. Дальше, мои хорошие. Отгадка.
Скорее всего, есть загадка, но найдется отгадка. А отгадка — это очень удивительно. Там, знаете, как все очень просто окажется. То есть у вас сейчас вопрос, он для вас как загадка. Вы ищете ответ, и вы его найдете. Найдете, но даже как-то поначалу не поверите и скажете, ну не может быть так просто, что-то тут не то. Так просто, ну почему никто не догадался, да, либо почему я не догадалась. Такие, знаете, еще немножко сомнения у вас пойдут. Да, на самом деле это все очень просто. И, скорее всего, люди не догадываются, потому что все настолько просто. Вот, не знаю, ответ найдется, и он очень такой удивительный, и даже немножко не верится. Но ответ вы получите, либо разгадка, она найдется. Вам просто поискать надо. Тщательнее поищите, вы точно найдете. Так, парень удивит свою девушку, удивит тем, как он умеет приспосабливаться. Не знаю, извините, но тут реально какое-то приспособленчество показано. Приспосабливается к тем условиям, в которых он оказывается. Если честно, вам не очень будет приятно, да, потому что ваш парень вам казался таким, ну вот, сильным, честным, мощным, правильным, прямым, что ли, да, а тут он раз и приспособится, такой приспособленец немножко. Ну, немножко покоробит. А с другой стороны, в современном мире такие навыки, они как раз-таки востребованы, понимаете? Надо уметь приспосабливаться. Особенно если ты никак не можешь повлиять на ситуацию, то самое лучшее, что ты можешь сделать, это приспособиться. Долго думать об этом будете, долго думать. Здесь именно удивление идет, потому что вы его другим ощущали и видели. А тут, видите, вот такая сторона его раскроется. Это неплохо, еще раз говорю, это неплохо. Это просто немножко вразрез вашему восприятию идет. Вот. Кстати, с таким парнем вы точно не пропадете. Он везде может приспособиться, всего может добиться. Не мытьем, так катаньем, да, свое получит. Да. Может быть, даже когда он вас добивался, за вами ухаживал, он тоже мог там приспособиться, либо как-то себя в угоду вам изменить. Но это скорее, да, это сильная черта, либо такой скилл, да, который помогает ему в жизни. Полезный навык. Вот, это полезный навык. Вот если вы подумаете, да, вы, скорее всего, и сами к этому придете. Что есть, то есть, мои хорошие. Да. Ну, как прямые люди, вот такие вот, знаете, от точки до точки. Обычно у них жизнь гораздо тяжелее, и не так много они могут достигнуть. А если человек умеет приспособиться, где-то, знаете, там увильнуть, подвильнуть, вот эти люди живут хорошо. Ну, неплохо устраиваются, по крайней мере, в жизни. Ну, так вот, знаете, жизненного опыта могу вам сказать. Так, дальше. Здесь, не знаю, на гадание похоже. Может, вы гадать будете, может, вы сами себе гадаете, либо вам кто-то погадает. Вас очень удивит точность предсказаний. Вот все про вас. Может, какое-то общее гадание будете смотреть, а там все про вас будет. Прям все про вас. Вас удивит и то, что про вас, и удивит, что это общее, например, да, либо, ну, что человек так прям, знаете, видит насквозь, может, лично к кому-то обратитесь. И еще вас очень сильно удивит развязка этого гадания, да, потому что то, о чем вы никогда не думали, либо не представляли, либо, в принципе, в голову вам не приходило, вот такая развязка будет, да, нечто удивительное, что вы будете на себя примерять. Ну, что есть, то есть. Знаете, вот многие говорят, что это за общие гадания, как их понимать. А я вам так скажу, вот если взять YouTube, здесь огромное количество людей, которые занимаются творчеством. Также есть люди, которые именно профессионально гадают. И если вы попадаете на одни либо другие видео, значит, сама судьба, либо ангелы-хранители вас туда ведут. Но представьте, там, не помню сколько по статистике, там 10 тысяч, либо 40 тысяч там гаданий, ну, пусть будет 10, да, 10 тысяч ежедневно гаданий публикуется на одном только лишь Ютубе. И представьте, из этих 10 тысяч вы видите какие-то определенные. Вы скажете, случайность? Нет, это не случайность. Это именно вас подводят, либо вам показывают для того, чтобы вы получали свою информацию. Ну, именно так оно и работает. Так, еще, скорее всего, как-то связано с работой и профессиональной деятельностью. Да, вот.
работа, профессиональная деятельность, ваш бизнес, то, чем вы зарабатываете, да, либо можете себе заработать. Вот здесь радость. И радость заключается в том, что люди будут больше интересоваться вами, вашей деятельностью, вашим бизнесом, вашим товаром, вашим мастерством, вашим искусством. Прям, знаете, как новые лица появляются, новые люди, новые лица. Если оказываете услуги, придет много новых клиентов. Причем вам будет казаться, что они какие-то странные, да, они будут приходить как группами. Да, тут такой прям интерес нарастающий. Пользуйтесь этим моментом, да, не удивляйтесь, порадоваться успеете потом, когда прибыль будете считать. Пользуйтесь моментом, никому не отказывайте, да, давайте свои услуги, продавайте свои товары, будьте внимательны, будьте дружелюбны, профессиональны будьте. Поверьте, людей будет становиться все больше и больше. Здесь, как, не знаю, сезонность какая-то, наверное, да, такой сезон, что вот все хотят ваших услуг, либо все нуждаются в ваших товарах, людей все больше и больше будет. Да, именно так показали. Ну, хороший знак. Денег, значит, тоже будет больше. Ну и работать тоже, наверное, придется больше. Но с другой стороны, когда прибыль будете считать, ее тоже будет больше. Так, еще, мои хорошие, мне показывают здесь каких-то родственников. Родственники, которые очень проблемные, и вы не успеваете помочь им в решении одной проблемы, тут же возникает новая. И это уже, знаете, какая-то схема такая наработанная. И кажется, что люди вот прям придумывают свои проблемы, либо специально в эти проблемы попадают. Но на самом деле ответ здесь немножко другой. Здесь люди просто так живут, знаете, как наотмашь, да. День прожил, и слава богу, а что там дальше будет, неважно. Люди не думают наперед, люди не умеют планировать, и люди, ну, какие-то, не знаю, чтобы никого не обидеть, тут поступки, скорее всего, да, такие безумные совершают, не дают себе отчет в том, что могут быть проблемы. Поэтому проблемы все время и появляются. Вот. Вы всегда эти проблемы закрываете, как я понимаю. Ну, вы первое лицо, да, единственное, кому, наверное, обращаются. И при этом как бы вы свою жизнь не живете, а занимаетесь тем, что решаете проблемы родственников. Дальше будет больше, я вам так скажу. Тут либо нужно сепарироваться, да, четко так разграничиваться, ну, либо уже как бы на себя взвалить и тащить до конца. Здесь вот мне показывают опять ваших родственников, опять у них проблемы, и опять они ничего сами не могут сделать. Да, и вам нужно помогать, решать, не знаю, там, деньги давать, что-то вам нужно делать. Это, конечно, удивительно, но не радостно. Такая ситуация. Так, еще, мои хорошие, я вижу у вас птичку. Эта птичка, она летит, а за ней лошадка идет. Видите, вот она птичка, а вот она лошадка. Очень похоже на как работа, да, что-то связанное с работой. Ну, допустим, если вы уже работаете, то, скорее всего, какое-то официальное уведомление по поводу работы. Допустим, предложение перейти на другую должность, либо объявление о том, что будет повышение зарплаты, там, оклад увеличится, либо еще что-то там, да, премии будут. Если вы не работаете, ну, либо ваш близкий человек не работает, то это очень хорошее приглашение на собеседование, да, на интервью. Причем очень перспективное, потому что лошадка идет у нас справа к центру. То есть это для вас именно работа по судьбе, ну, либо для вашего близкого. Смотрите, не пропустите эту пташку. Она небольшая, но за ней лошадка идет. Все может случиться, все может получиться. И, конечно же, вам на благо это все в радость идет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.